Зинаида Ивановна Иванова-Унарова, искусствовед, профессор Арктического государственного института культуры и искусств. Автор книг по искусству народов Якутии и Арктики, учебных пособий по истории зарубежного искусства, декоративно-прикладного искусства народов Северо-Востока Сибири. Заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Предлагаю вам сегодня лекцию на тему «Декоративно-прикладное искусство народов Арктики». Сегодня будем говорить о народах. Какие народы мы называем арктическими народами. Это очень большое по численности инуиты. Они занимают территорию, опять же, когда мы взглянем на карту, огромная, начиная от Исландии, вокруг идет по шару и идет до Алеутских островов и заканчивается около побережья Азии. Это инуиты. Их называют еще эскимосами. Если мы начнем, допустим, с запада, это вот самые российские территории, самые ненцы, энцы, ханты, манцы, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, чуванцы. И если мы возьмем зарубежную Арктику, это, конечно, инуиты, алеуты и многочисленные индейские племена. В территорию Арктики входит еще один американский штат Аляска и Канада. Таким образом, получается, Арктика – территория, которая как бы объединяет множество народов и множество стран. Если мы зададимся вопросом, когда же возникла арктическая культура, то это будут очень-очень далекие времена. У нас наш выдающийся археолог, доктор исторических наук Юрий Алексеевич Мачанов говорил, что прародина человечества – это вообще Сибирь. Не в Африке человек родился, а в Сибири. Он доказывает это на основе палеолитической стоянки Дирин-Уряха и считает, что почему Сибирь, а не Африка, человек осваивал, потому что холодный климат, человек приспосабливался, и таким образом он придумывал больше орудий для существования. Но я не буду там спорить, потому что это гипотеза очень спорная, очень много сторонников, много противников. Но я хочу сказать, что все-таки действительно арктическая культура очень древняя. Самые древние – это скандинавские страны, Саами, которых исчисляют возраст до 8 тысячелетий до нашей эры. Выходит, на 4 тысячелетия они опередили Египет и вообще страны Востока, двуречья, Месопотамию в том числе. А если мы возьмем еще Берингов пролив, жителей, которые там освоили Берингов пролив, эскимосы, эскимосская группа, то это исчисляется 4-5 тысяч лет до нашей эры. Таким образом, действительно, очень древняя культура. И те, которые вот освоили сторону Берингового пролива, их называли еще арктической культурой, потому что они занимались охотой на морского зверя. Вслед за этим, конечно, было придумано очень много орудий труда. Охотники на морского зверя придумали необыкновенно очень удобные байдарки, стрелы, гарпуны. И думаю, что вообще, наверное, народы Арктики кажутся очень далекими, кажется, вот европейской цивилизации. На самом деле настоящая, действительно, человеческая арктическая культура находится именно в Арктике. И народы, которые древние эскимосы, их называют еще палеоэскимосами. Дело в том, что какие народы Арктики, их разделяют обычно на две группы. Это одна группа континентальные жители, оленеводы в основном, кочевые народы, и другие сидячие народы. Это те, которые освоили прибрежные части, они занимаются морской охотой, так их и называют охотники на морского зверя. Природа, конечно, она определяет образ жизни.
Если в жарких странах там не нужно было придумывать очень теплую одежду, там были совершенно другие, например, способы жизни придумывали, то народы Арктики прежде всего, конечно, заботились о том, чтобы тепло одеться, чтобы удобно было жить. И поскольку кочевые народы, им нужно было быстро собирать вещи, поэтому удобные, быстро складываемые чумы придумали. Вот мы говорим сегодня о декоративно-прикладном искусстве. А что такое декоративно-прикладное искусство? Это же ведь практически охватывает все, чего касается человека. То есть вещи, которыми он пользуется, они художественные, если оформленные. Одежда, крой, шитье одежды выделяет сразу народу. Как мы, например, отличаем, кто пришел к нам в гости? Юкагир, Эвен, там, Чукча, именно по одежде. Потому что крой одежды, характер, орнамент – это все говорит о том, кто есть ты. Поэтому мы говорим, что одежда является основным, может быть, даже индикатором определения этноса. Я сегодня хочу именно говорить о эскимосской культуре. Почему? Потому что, оказывается, первые же все-таки те, которые освоили, это эскимосы. Эскимосы и саамы, скандинавские страны. Эскимосы, на самом деле, мы их называем эскимосами, а вообще-то инуитами их называют. Инуиты, они основные жители Гренландии, Аляски, Канады. И все они по-разному называют себя. Канадские инуиты называют себя нунавитами. Чукчи их тоже называют на самом деле инуиты, это тоже эскимосы. Они называют себя юпиками, в Гренландии калилииты, в Канаде нунавиты. Но хотя по-разному называются, язык общий, это они относятся к языку азиатско-эскимосской, чукотско-алеутский языки называются. Это не значит, что они все говорят на одном языке. Конечно, диалектов очень много. Чукча может не понимать то, что говорит гренландский инуит, но основа общая. И поэтому вообще характер культуры у народов Арктики в целом тоже очень во многом схожий. Различают в одежде два вида обычно. В литературе это говорят. Распашной тип одежды. Это особенно юкагиры, эвены, эвенки. Они носят одежду, которая распахивается, завязывается на груди, а внизу грудь защищает передник. А есть глухой тип одежды, который одевают через голову. Его носят обычно вот чукчи, коряки. Но есть еще типа пальто, запахивающееся на пуговицы. Это такой тип пальто носят саха, конечно, и долганы. Инуиты считаются самым многочисленным. Их называют 140 тысяч человек, там вот из гренландских, канадских инуитов. Они имеют тоже два вида образа жизни. Это сидячие, прибрежные, и есть инуиты тундровые, которые занимаются оленями, собаководством занимаются. Чаще всего инуиты больше всего это прибрежные морские. Отсюда происходит характер их жилья даже. Как живут, например, летом строят яранги, а зимой подземные жилища. А почему подземные? Потому что от моря очень сильный ветер дует, очень холодно. Поэтому подземные жилища имеют летом, например, открытый люк сверху, а зимой они делают коридоры, по которым выходят уже от моря дальше в другую сторону. Тоже очень хитрые приспособления жилища придумали инуиты. И чукчи тоже. Я сразу часто перебрасываюсь от чукчей к инуитам, потому что, в принципе, у них очень много общего. Очень много, например, праздников общих. Это праздник, например, кита. Что такое? Это как праздник, иногда называют его праздник примирения с китом. Обычно его празднуют в конце осени, поздней, когда заканчивается охотничий промысел, и приходят просить прощения у кита, что мы тебя убивали, но не мы тебя убивали, говорят женщины, говорят. Это не наши мужчины убивали, вас другие. Они вот начинают умаливать, просить кита
что мы тебя очень любим, в следующий раз тоже к нам возвращается. И все, что вот съели, к счастью, вот кишки, но мясо, кита обратно кидают в море, чтобы он обратно вернулся. Для этого еще придумывают специально такие корыца для примирения, в которые кладут и кровь, и мясо вот это кита. Для этого создают специально байдарки. Это такие лодки плоскодонные, в которых сиденье, сама рисунки там, рисунок кита, рисунок моржа. Причем считается кит – это вместилище души умерших морских животных. И после того, как все это заканчивается, это они все краской смывают и продолжается. Это осенний праздник. А потом, когда весна подходит, другой праздник. Олейные инуиты празднуют праздник молодого оленя. Это когда начинаются оленята, рождаются, и тоже такой с песнями, плясками сопровождается этот праздник. Праздник моржа еще имеется. Это праздник почти что летний. В этот день тоже моржа. А раньше уже, если разделали, то остатки моржа в этот же день тоже они тоже отправляют на море, а голову отводят в специальное место. Эти праздники сопровождаются песнями, плясками, и очень много мифов существует, связанных с этим. Интересно то, что маски надевают. Эти маски тоже очень выразительные. Одни маски показывают характер, чувства человека, радость. Есть такие ритуальные маски, которые только в этот праздник могут применяться, а потом они сжигаются, эти маски. Очень интересный еще вот предмет, который тоже декоративно-прикладному относится, это мячи. Эскимосский мяч – это вообще целая история. Он круглый, он делается из мандарки. Мандарки называется мягко обработанная замша кожи тюленя. И набивает его оленем волосом. Это считается вообще ритуальный священный мяч. Главный бог, можно сказать даже бог, культовый герой – это ворон. Ворон, считается, что ворон в свое время ворон вскрывает клювом вот этот мяч, и тогда рождаются небесные светила, солнце, звезды, луна, потому что считается мяч – это вместилище как раз светил. По отношению к мячам, конечно, очень много разных других мифов. Я хочу еще сказать, что вообще вот считается, что эскимосский мяч, потом он пришел уже к индейцам Америки, потому что у них есть игра мяч, очень серьезная игра, это уже другое время. Тут надо сказать, что вообще почему-то перешла к индейцам, потому что на самом деле считается, что американские коренные народы, их происходят от азиатской, Северной Евразии, что через Берингов пролив, когда-то он был сушей, они соединялись, и поэтому очень много культурные традиции связаны с такими континентальными эскимосами. Кожа, мех тюленя нерпа служит очень хорошим материалом не только для шитья одежды, кухлянки или киркеры, еще комбинезоны называются, но и для декоративных целей. Волосы, маленький мех тюленя, например, окрашивают и им украшают, это, скажем, эвенка, юкагир очень хорошо пользуются вот этим мехом тюленя, оленя, ими именно украшают свою одежду. Это очень воинственные народы-то были, да, они прекрасно умели, стреляли. Гарпуны, наконечники гарпунов, стрел они делали из кости. На самом деле костяные изделия довольно редко встречаются у зарубежных инуитов. Другое дело – чукотская кость. Это особый разговор. Чукотская резьба по кости на самом деле это совершенно редчайший пример искусства. Очень древнее происхождение имеет. Древний берингоморский период. В первом тысячелетии уже чукчи, их предки чукчей, они делали из кости
необходимые утилитарные и сакральные предметы, не только наконечники стрел, но небольшие вот сосуды для примирения с китом, с моржом, или просто амулеты, которые обязательно считали защищать от злых духов. Это древние времена. Вот известная нам резьба чукотская кость – это два вида. Есть гравировка по кости и есть статуэтка, скульптурная кость. Гравировка, она возникла уже в 1920-30-х годах. Это была в начале так называемая Дежневская школа. В отличие, например, от якутских косторезов, косторезы эскимосы пользуются клыком, морской зуб они называют, это клык моржа. По этому клыку создают они очень тонкие гравированные сюжетные рисунки. Вот сейчас смотрится очень интересно, такие как будто бы наивные рисунки, показывающие охоту на моржа, обычную свою жизнь, таким крупным планом. Люди изображаются, и так наивно показывается, например, разделывает моржа, там даже кровь течет. Вот такие вещи они могли показывать просто, можно сказать, открыто, с такой детской доверчивостью. А потом уже следующая школа, это та была Дежневская, следующая школа Уэленская, она уже в 1940-х годах начинает работать. Это поселок Уэлен. И сейчас этот поселок, он весь, можно сказать, косторез. Там и живут косторезы в этом поселке. И первоначально вот эти косторезы, как Вуквутагин, например, Тукай, они начали делать более, такой, может быть, тонкая эта работа, да. Опять же, та же гравировка, но не такая яркая, как, например, Дежневская, но, можно сказать, более профессиональная, потому что они уже друг у друга учатся, они умеют делать композицию, очень хорошо умеют рисовать, да. Ну и второй вид косторезного искусства чукчи – это скульптура. С 20-х годов в Чукче появляется так называемый амулет пеликиен. Это очень забавная фигура человечка с такими узкими глазами, большим животом. И вообще все считается, что это очень именно чукотский амулет. Инуитский скульптор есть, очень известный человек Абрахам Рубин. Мне довелось с ним встретиться в Вашингтоне во время международной конференции. Конференция как раз называлась «Инуитская культура». И вот он выступал на этой конференции, рассказывал о том, как он стал скульптором. Это очень известный скульптор, он не только известен в Канаде, по всей Европе очень хорошо. Его крупные работы, монументальные, в бронзе стоят во многих городах Канады и Соединенных Штатов. А вообще он начал, как все наши северяне, кочевая семья. До 1960-х годов, он рассказывает, кочевал вместе с родителями на собачьих нартах. А потом, это уже в наше время, естественно, они уже учились в Фэрбенксе. Кстати, есть в Фэрбенксе и Санта-Фе специально арктические школы, в которых учатся дети коренных народов Америки, и там изучают хорошо очень культуру Арктики, и в то же время, естественно, профессиональное искусство тоже изучает. Вот такой, например, школу кончил Абрахам Рубин. Мифология – основная тема художника. Интересно, что он начал изучать истории канадских инуитов. Казалось бы, так далеко Канада, да, и Скандинавия. Оказывается, очень тесно связано, потому что викинги в свое время, храбрые такие воины, которые бороздили вот эти моря, и викинги, Конун Эриксон был в XI веке, он вышел из Скандинавии, пошел в Гренландию, и по пути, значит, корабль его попал в кораблекрушение, шторм, и их привело к берегам Канады. И вот сейчас город есть Ньюфаундленд, это канадский город, город инуитов, и уже остались инуиты там, в этой Канаде, 300 лет жили вместе с местными народами, так что абсолютно тоже, кажется, общая культура. Этнокультурные традиции, конечно, очень хорошо видны в искусстве и инуитов, и американских индейцев. Вот такой, например, выпускают инуиты каждый год, например, календарные. И рисунки здесь такие силуэтные, контурный рисунок,
закрашенные красками. Обычно тема, это вот графика Дарсет называется, современные инуиты, они племени Дарсет. Это очень древние, кстати говоря, вот эти культуры, вот смотрите, вот такого типа, например, яркие краски, потом на некоторых изделиях мы встречать могли. Но это конечно, цветная графика. Алеуты. Очень сейчас их мало осталось. В свое время проживали на Алеутских островах, на Командорских островах. До 1821 года, в общем, они были как-то сами по себе, а потом в 1823 году примкнули к России. А в 1867 году Екатерина II продала Аляску вместе с алеутами Америке. Поэтому алеутские граждане, инуиты, а теперь американские граждане. Это совершенно другая культура алеутов. Это, конечно же, тоже люди, связанные с морем. Если мы говорим, например, об одежде, у них и характер одежды совсем другой. Они шьют одежду в основном из птичьих перьев и из кишок моржа. Кстати, я вам не сказала, что главная одежда вообще инуитов – это парка. Они шьются обычно, это парку, и если они купят у оленных народов оленья шкура, а вообще чаще всего тюленья шкура и птичьих шкурок. А сверху надевают типа плаща, который их закрывает, их называются камлейками. Эти камлейки тоже очень интересные. Они шьются из кишок тюленя. А вот алеуты, они очень много часто пользуются этим кишками оленя и кишками моржа. А чаще всего еще сивучее горло. Сивучее – это что такое? Это тюлень. Есть такой тип тюленя, иногда говорят морской лев. Горло, вот из этого горла шьют и различные, вот эти камлейки тоже шьют, они совершенно не пропускают воду. Вообще вся обувь, вся одежда алеутов, она непромокаема. Они постоянно, значит, с водой связаны. И вообще считается их древний тотем, видимо, птица водоплавающая. Это мы судим по тому, как они, например, носят головные уборы. Головные уборы, они абсолютно сакральные. То есть не просто одевают для того, чтобы пойти куда-то. Есть такие промысловые головные уборы алеутов. Они делаются из дерева, значит, продавливают дерево, делают дерево коническую форму, потом сбоку прикрепляют пластинкой из кости, обычно в виде маленькой птички, или орнаментированная пластинка. А еще усы, моржовые усы прикрепляют. По количеству этих усов можно будет судить, сколько они моржей убили. Это такие шапки носили только вожди, это очень такие уважаемые люди, а простые охотники на морского зверя носили просто такие кепки, открытый козырек носили. Через изучение культуры народов Арктики мы с вами как-то входим в общий круг. Культура Арктики и те так называемые вот этнокультурные контакты, которые происходят между народами, это приводит к тому, что в целом мы чувствуем себя детьми Арктики. Мы находимся все под полярным созвездием Большой Медведицы, и в то же время все такие разные, как живут саамы, как живут наши российские ненцы, ханты, или вот, например, как эвенки, эвены, чукчи, юкагир. Совершенно разные вещи. Но все равно вот есть между ними какие-то общие черты, которые изучают специалисты. Но я думаю, вот на этом я закончу. Может быть, у кого-то вот вопросы будут? Зинаида Ивановна, у чукчей было кузнечное дело или ювелирное дело? Вы знаете, чукчи очень воинственный народ, да? И это как раз народ, который не принял, например, советскую власть не приняли, да? Только в 1921 году, 23 году они вошли в состав Советского Союза, потому что у них очень сильные были воины, прекрасно стреляли, копья, у них очень броня очень крепкая была, но у них не было кузнечного дела, у них железа нет. Железо они покупали у якутов. Чаще всего боевые доспехи, они делаются из очень жесткой кожи,
кожи тюленя делаются, или делаются еще из кости. Модель чукотского воина в доспехах, он есть как раз в Американском музее естественной истории, и многие думали, что это может быть даже саха, потому что очень похожи вот эти кольчуги, вот эти щиты, но, во-первых, материал другой совсем. И, ну, в общем, они тоже очень крепкие. Поэтому у них не было такого развитого ювелирного искусства, как, например, у якутов. Вот вы рассказали про инуитов в Гренландии. Я вычитала, что в их одежде капюшон использовался для ношения маленького ребенка. Вот мне интересно, как это выглядело? Инуитская женщина, современная даже, она идет, у нее очень красивая, но она такой парка тоже, у нее огромный капюшон. И из этого капюшона торчит голова ребенка. И все считают, что женщина носит ребенка в капюшоне. Так и пишут, между прочим, да, канадские инуитки носят детей в капюшоне. Но 4-летнего ребенка как-то в капюшоне поместишь. А на самом деле ощущение такое. Я вначале тоже думала, что они в капюшоне как носят. А потому что очень хитро придумали. Они шьют очень широкую спину, да, сзади спине, там большой карман. И ребенок сидит в кармане, вот на спине. А еще вот в области попочки там ремнем поддерживает это пальто, парка. Таким образом, ребенок сидит в мешке, очень удобно, да еще поддерживается ремнем, а головка торчит из капюшона. И поэтому такое. Это называется амаути, такой вид одежды. Оно очень популярно и сейчас, и в традициях это было, и сейчас носят, говорят, очень удобно. Кстати, про амаути скажу, да. Амаути – это совершенно необыкновенный вообще тип одежды. Они очень длинные, такой передник длинный, и сзади тоже длинный. Передник настолько длинный, что до щиколоток доходит. А почему? Потому что можно садиться на снег. Так, постоянно холодно, снег, и очень удобно этот меховой, получается, передник. Насколько богаты коллекции экспонатов в музее, где вы работали? Декоративно-прикладного искусства эвенов, эвенков и кагиров. Вы имеете в виду коллекции, которые находятся в Американском музее естественной истории? Я так поняла, да? Поскольку я изучала это, я могу ответить, конечно. Да, это очень богатая коллекция. В свое время вообще и Эхальсон, и Багарас собрали огромные коллекции народов. Это не только эвенов, а еще чукчи, коряков, камчадалов. Огромные. Вообще в целом там около 6 тысяч экспонатов. Но это не все, значит, это художественное произведение. Там могут быть совершенно мелкие вещи. Но вот то, что я, например, изучала, около 870 экспонатов народа Саха. Туда входит, наверное, туда очень красивая одежда, начиная от одежды, кончая мелкими вещами, вплоть до жвачек. Между прочим, жвачки – это не европейцы придумали, а, наверное, наши предки, потому что делали еще из бересты. Вот я имею в виду, до таких маленьких вещей там делают, да. Очень хорошая коллекция юкагиров. Я думаю, что нигде в мире, ни в одном музее нет такой богатой коллекции. Там 300 произведений, изделий юкагиров, причем очень хорошей сохранности. Эвенов больше 500. Ну и чукчи, коряки, конечно, очень большая коллекция находится. И она находится в Нью-Йорке, в Американском музее естественной истории. Причем собирали тоже отдельно, чукчи изучал Багарас, эвенов, а Эхальсон изучал Саха, юкагиров, причем еще я, как говорила, и языки тоже изучил. Да, очень богатая коллекция. Чукчи и эскимосы достаточно похожие народы, но, однако, все-таки у них же есть какие-то отличия, именно связанные с культурой и языком. Можете рассказать о них? Конечно, есть разница. На самом деле, конечно, их всех общем называют эскимосами. А на самом деле, конечно, инуиты, те, которые живут в Гренландии, которые в Канаде, они отличаются от чукчей. Но дело в том, почему все-таки так много схожего, почему их так и так называют эскимосами. Потому что их разделяют совсем небольшой. Когда-то, еще, когда 10 тысяч лет тому назад, когда до ледников была суша,
Место Берингового пролива была суша, и поэтому люди, которые жили вот со стороны Берингового пролива в сторону Азии, они спокойно ходили по суше в сторону Америки, на Аляску. Между ними была очень такая тесная связь. То туда уходили, то обратно переходили. И в конечном счете оказалось очень много общего. Материальная культура. Но это не идентично, не значит, что одинаково абсолютно. Но сейчас, кстати, изучают вот этот язык. В этом году, ну, тоже в эти годы в Жортанском университете в Америке, в Вашингтоне, есть такой большой университет, там занимаются как раз языками. И сейчас приходят к заключению, что когда-то, в те далекие исторические времена, народы Чукотки и народы Аляски говорили на одном языке. Настолько это близко, была близка культура. А со временем, естественно, как-то уже свои черты появляются у каждого народа. Они и в языках тоже есть, и в то же время в образе жизни тоже. Есть морские одни, оленеводы совсем другой характер имеют. А американские, аляскинские инуиты в основном морские. А у нас есть чукотские оленеводческие, кочевые народы. Вот у них есть разница. Зинаида Ивановна, большое спасибо за такую познавательную лекцию. Ну вот даже сегодня, глядя на эти экспонаты, мы видим, что, как вы говорили, да, есть виды одежды распашная, глухая одежда, да. Но очень интересно, почему такая разная цветовая гамма, хотя вроде бы все эти жители живут в таких крайне суровых условиях. Ну, во-первых, это современные изделия, да, они от традиционных очень далеко ушли. И в то же время, конечно, есть определенная гамма цвета, которую любят. И вена, опять же, чем они украшают, да? Все зависит от того, какой материал является, например, материалом для декора или орнамента. Но здесь, к сожалению, на этом примере мне трудно сказать, потому что тут меховая мозаика видно, ведь, да? И вот эвенкийский вот нагрудник. А вообще, совершенно уникальный у них способ декора. Например, инуиты, и они, есть такая, я их называю, это вышивка харече, то есть наши эвены, наши юкагиры, они вышивают так, берут подшейный волос оленя, часть окрашивают в красный цвет, часть белый, и потом нитками незаметно нашивают их на тонкую ленту кожи, и делают это, уже идет у них орнамент, да. А инуитские, они делают из игл дикобраза. Тот же самый способ, они тоже красят, тоже прикрепляют, но иглы дикобраза более грубые, и поэтому и рисунок у них, орнамент немножко по-другому получается. А цвет, какой они берут, мне кажется, вообще вот это бисер сейчас очень характерный бисер, особенно для эвенов, да. Эвенка, например, любили бисер самый-самый разнообразный. Бисер пришел где-то в 17 веке, уже после того, как это пошли очень большие, сюда начали приходить европейцы, и русские, и где-то и с Китаем очень была большая связь, и вот бисер, большие бусы. Эвенка, значит, очень любили яркий, многоцветный узор. Эвены предпочитали в основном два цвета, голубой и белый, перемежающиеся с черным. Это вот национальная черта, может быть, этническая, любят именно вот такие узоры. А вообще, например, юкагиры предпочитают не вышивку, а меховую мозаику. У них меховая мозаика. Но эвенов еще, кроме того, вот эта мозаика еще из кожи делают, да. Вот, например, эвенская, обычно вот эта верхняя часть, вот это, называется эле. Вот эле традиционно делали из кожи. Они делали, например, прямоугольнички, брали кожи разного цвета, желтый, белый, черный, окрашивали, красный, и перемешка. Получался очень красивый, значит, орнаментальный узор, и вот во всю эту глубину, вот до сих пор примерно это делали. А по краям, значит, бисером обрабатывали. Но я говорю, что современные мастера, конечно, совсем не обязательно точно следовать тому, что было ведь, да? Каждый народ приносит свое, и вот здесь немножко по-другому сделано, но идея такая же. Внизу узор идет, и вот это по краю идет, это по краю узор. Когда мы говорим традиционная одежда, в свое время, ну, давно очень было, 30 лет и 20 лет назад, я тоже как-то выступала по одежде, традиционной одежде якутов в библиотеке.
И там спрашивали, а почему вы это нам рассказываете? Кто будет носить все это? Это же давно это было, это же умерло, прошлое. А я говорю, ну, а будут носить, может быть, это эсэха. А раз в эсэх еще и эсэх одно время их не было в то время, да, это потом они возобновились. А сейчас, смотрите, традиционная одежда у нас вот шествует по городу, именно в традиционных одеждах. Но в то же время традиционная одежда не обязательно вот каждый день ходить в такой одежде, бухтахсон, не очень тогда. Зато используют вот эти в современной моде элементы. Ну, вот знаете, Августина Филиппова, да, то, что она делает, называется высокая мода. Это не та мода, которую пойдешь, оденешь. Конечно, то, что делает Августина Филиппова, в этой одежде мы никуда не пойдем. Но мы смотрим на это как на произведение искусства. Вот это удивительно, это платье, это необыкновенно головные уборы. Они на самом деле, художник и рисует, скажем, да, космос о чем-то хочет, он может нарисовать. А вот эта художница, модельер, она может просто шить, придумать себя. Нельзя сказать, это мода, это отдельная высокая мода именно этнического характера. На этом моя лекция закончена. Спасибо вам за внимание и за те вопросы, которые вы мне задавали. Надеюсь, мы еще с вами встретимся. Я буду рассказывать уже о других народах Арктики.